Чувашском государственном театре оперы и балета состоялся необычный показ оперы Винченцо Беллини «Капулетти и Монтекки». На спектакле присутствовали члены жюри 21-го республиканского конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». Главные партии спектакля, премьера которого состоялась в ноябре 2020 года, исполнили народная артистка Чувашии Маргарита Финагентова, заслуженная артистка Чувашии Татьяна Проченкова, Иван Снигирев, лауреаты международных конкурсов Владимир Ашмарин и Максим Корсаков. Особый шарм сценическому действу придавали красочные танцевальные эпизоды в исполнении артистов балетной труппы театра. По окончании спектакля состоялось традиционное обсуждение с участием постановщиков, исполнителей и членов жюри. Постановки довольно разнообразные. Знаете, что касается уровня, то это судить исключительно профессионалам-театралам. Я как зритель, так скажем, да, как обыватель, я хочу сказать, что есть интересные постановки, они были. Вот, радует то, что к работе наши театры привлекают к работе режиссеров с других городов, регионов. Это здорово, потому что вливание новой крови, оно всегда дает отличный результат. Опера «Капулетти и Монтекки» является одной из самых востребованных в репертуаре музыкальных театров мира. Это необычная трактовка знаменитого сюжета о двух влюбленных. Ну, этот спектакль такой, скажем, он всеобъемлющий, как бы он затрагивает не только историю Ромео и Джульетты, а вообще, в общем, вот историю любви и как бы жестокости, смерти, вот этого противостояния, непримиримости, да, не только применительно к Ромео и Джульетте и ситуации, которых там были Капулетти, Монтекки, а вообще как бы так вот на все человечество, да, как вот люди, они не могут почему-то, не хотят прислушаться к голосу разума, там, обратиться к свету. Они с таким желанием, с такой жаждой, одержимы своими какими-то демонами, да, и которые их ведут к смерти, и сами они, получается, служат смерти. Вот. А любовь, она вечна, ну, как говорится, красота и любовь, они могут спасти мир, да, хотя бы попытаться это сделать. Роль юной и нежной Джульетты исполнила любимица публики Татьяна Проченкова. Исполнять музыку Беллини – огромное удовольствие, говорит она. Приехал наш главный режиссер Максим Юрьевич, сказал, что он будет для нас ставить спектакль. Мы были очень рады. И я надеюсь, что это будет прекрасный, долгий спектакль. Дай Бог ему много лет цвести, развиваться, и мы приложим все усилия для этого. Изначально Винченцо Беллини писал роль Ромео под меццо-сопрано. Задумка композитора была в том, что два чистых юных голоса противостоят миру, где царит ненависть и злость. Такая роль мне уже не впервой, потому что как бы это, ну, называется так травести, то есть меццо-сопрано часто поет в барочных операх, в моцартовских операх мальчиков. Вот. И именно Беллини написал тоже такую версию, когда Ромео исполняет меццо-сопрано. Хотя потом еще он сделал одну редакцию, там исполняет Ромео тенор. Ну вот есть два варианта. Дуэт Ромео и Джульетты удивителен по своей красоте и силе. Кроме того, номинирована на «Узорчатый занавес» и другая постановка. Это музыкальная сказка «Царевна-лягушка». Спектакль интересен не только для детей, но и для их родителей, позабывших о будничных делах и взрослых проблемах и отправившихся в увлекательное путешествие в мир сказки.